Больше не авиационная. Мемориальную доску установили на стене здания, которое сегодня получило новый адрес. Эта улица теперь носит имя Александра Прохоренко. Грозный уже второй город, в котором увековечили память героя. Возложить цветы и почтить память офицера, погибшего в Сирии, собрались депутаты третьего созыва, школьники и общественники. Испокон веков герои, память о героях чтили, память о героях всегда жила. И в своей новейшей истории, вы знаете, очень много примеров геройского самоотверженного проявления любви к родине. В том числе примером для нас является и герой России Ахмад Хаджи Кадыров. И я думаю, это не случайно, что именно в Грозном, в Чеченской Республике, назвали улицу, переименовали улицу в честь героя России Александра Прохоренко, так как память о героях у нас традиционно чтят и хранится в памяти людей. Для сегодняшнего поколения «Вызываю огонь на себя» звучит как военное ретро. Подвиг Александра Прохоренко показал, что так бывает и сейчас. На момент гибели старший лейтенант сил специальных операций провел в Сирии 2,5 месяца. Русский Рэмбо – так окрестила его западная пресса. Но едва ли о каком-то Рэмбо думал этот 25-летний парень из Оренбургской области. По корректировкам Прохоренко наши самолеты нанесли немало успешных ударов. Потом боевики засекли укрытие офицера, окружили. Взять авианаводчика – это не только обезопасить себя от налетов с воздуха, но и хорошо заработать. За таких пленных террористам щедро платят. Александра хотели взять живым, и он это понимал. Понимал и то, что он непростой солдат, знает слишком много. Из него попытаются вытянуть максимум информации. Его выбор был умереть с честью, забрав с собой как можно больше врагов. И он забрал. Указом президента страны Владимира Путина Александр был удостоен звания Героя России посмертно. Для переименования столичной власти выбрали одну из главных улиц Грозного протяженностью почти в километр. Это оживленная и благоустроенная улица, которая пересекается с главной магистралью, ведущей в аэропорт. Здесь же расположенный парламент Чеченской Республики. Но таблички с именем героя Александра Прохоренко здесь уже появились. Принять участие в церемонии родители Александра Прохоренко, к сожалению, не смогли. Слишком пошатнулось их здоровье после смерти сына. Дочь Александра Прохоренко появилась на свет спустя несколько месяцев после смерти офицера. О подвигах отца маленькая Виолетта, к сожалению, сможет узнать только от родных и близких. Седа Сапарова, Адам Чекуев, Шамиль Эпиев и Дани Хавхаров. Новости.